Вот, как-то так вот внезапно вдруг выпустили видео Elden Ring, его геймплейное получается. Что-то я так подумал, посидел, может быть, потом как бы на стриме его посмотреть, там, вместе как бы вот с вами, но так подумал, блин, а что тянуть? Сейчас посмотрю и нормально, типа, реакт запишу. Это же, я даже не знаю, ну, почему бы и нет, чисто, почему бы и нет. Дать промотаю, да, блин, прям большое видео, большое. Давайте, давайте. 4К, 4К, 4К. Peggy 16. Hello everyone, thank you for taking the time to join us today. In this video, we'll show some footage of our new action RPG, Elden Ring. We hope it helps to convey a little of this title's mood and gameplay. Круто. Атмосфера, игровой процесс. Это прям да. Elden Ring is set here, in the lands between. This is a site of grace, acting as a place of rest for the player. А, место благодати — это место костров. А вот и Occasionally, grace will manifest rays of guiding light. благодать испускает свет. Окей. Of course, we're free to choose whether to follow this guidance or head off to explore in a different direction. Прикольно. О, чертов дракон, нихера себе. Иисус Господь. Жесть. Внезапно. Ага, за колдуна играет, значит, окей. Мне вот интересно, а как реализован файт конный ближним оружием? Вот не показали. Надеюсь, покажут. Да любой может там стрелять там этим палочкой. Хотя бы с лука пострелять было бы круто. Но я думаю, что можно, но просто хотелось бы это увидеть. Прикольно, прикольно. Черт. Круто. Драконов убивать всегда весело. Типа случайные события всякие. Ха. Oh, my stars! I'm so happy to see you. I am Alexander, also known as the Iron Fist. And as you can see, I'm stuck here. Please, can you help me out of this? Ха. Из кувшина. Put those doubts to rest. I'll be just fine. I'm very well trained. Give it your all, I say. Ну, спойлер получается к сайд-квесту первому какому-то. Просто, чел просто кувшин. То есть он не внутри кувшина. Well played, good son. Ха. Well played. Oh, that mighty wallop of yours almost spelled the end of me. Прикольно. Забавно. О, какой. Блин, одеяние. О, это наемник. Класс наемника наверняка. Смотрите, вот две сабли. Жесть. Я обязательно возьму наемника. Я люблю всегда наемника играть The map в Dark can prove Souls. useful when exploring the world, and is Карта populated by есть, acquiring прикольно. map fragments. Блин, большая карта, если так подумать. Неплохая. We can use markers to customize the Да, map, метки можно such as ставить. setting reminders for the location of crafting materials or dangerous enemies.
Beacons can also be placed to help with orientation. Beacons placed on the map appear in the Oh. world. О. Блин, я прям вижу, что кататься на Spirit springs can be used while on horseback to launch high into the air. маунте очень даже This весело. allows for stress-free traversal of areas with a great deal of verticality. Интересно. Какое-то странное место, где бьют молнии. Это вот горный козел или что это? Типа як какой-то? Интересно. Руины какие-то, лагеря. Вот там чел с собакой или с волком ходит. Какие-то рыцари. The carriage over there is carrying treasure, an opportunity too good to pass up. Угу. We'll prepare for combat with some item crafting, using materials found in the world. О, крафт. Ну, не сказать, что это плохо. Это нормально для игры с открытым миром. Это было бы крайне геморройно бегать, вот, допустим, отсюда к какой-нибудь точке, где там купить надо было бы что-нибудь и там прочее. Прикольно. Сонная стрела или что-то в этом роде. Нихера себе сабля. Ну, блин, вот Enemy stance can be broken with heavy раздает strikes, репосты such as an просто attack налево-направо. from О, above. A variety of Меч unique бурь attacks can прям. also be interchanged between weapons. о, черт. Это выглядит очень весело. И что ты взял? А, смотри-ка, лут не In more заспойлерили. perilous situations, we can summon spirits to assist us in battle. Ха. Spirits vary greatly in type, so we look forward to players experimenting and finding their personal favorites. Двусторонний меч, прикольно. Да, тут походу сабля все такая же имба. О, 2 копья. Благодать. А, вот и напарников можно вызывать. Online multiplayer can also be enjoyed with players from other Погасшие. worlds, from cooperative Тут люди to не PvP пустые, а and погасшие. Ну, invasions. то есть персонаж. Тут по лору они типа вроде как полубоги или что-то в этом роде. Ну, прикольно, слушай. Хм. Deadly creatures stalk this forest, so we'll use stealth to avoid detection. Стелс завезли в игру. А, твари выглядит очень даже страшно на самом деле. Я бы, конечно, попробовал бы сразиться с ними, но это явно бы увенчалось смертью в конечном итоге. Или траями на 2 часа, или типа того. We've come Опа. across a boss guarding this area. Босс We'll области. take it on with the help of our co-op partner. Извиняюсь. Ха. Нифига прикольные касты тут какие. Блин, смотрю на геймплей за мага или типа того, мне прям хочется попробовать иногда. Но это тупо весело. Жесть.
Ля, как херачит. Окей, ладно. Ха. Это уже рыцарь. Ну, я класс персонажа имею в виду. Урона от падения, видимо, нет. Или он супер минимальный. То есть, возможно, как в Секиро сделали. То есть, там урона от падения его вообще не было. Его же там не было, по-моему. Не было. Сколько я помню. Ага, вот и прям данж. Catacombs, caves, Катакомба, mines, and пещера, other dungeons шахта. can be found while out exploring the world. Найс. Ой, ты прям просто... These dungeons each hold their own secrets, from hidden treasures to fearsome bosses. унесет, знаете, меня и любого другого любителя Dark Souls на месяцы вперед, мне кажется. Черт побери, как круто. Ё-моё. Ха. Сейчас, скорее всего, про вторженцев нам расскажет. Про PvP моменты игры. Нет? А, что это? А, сюжет? Лор? Хранительница огня? Да, явно это так, кто прокачивает нас. Traveler from beyond the fog. I am Melina. Лицо даже покажет, нихера себе. I Ха, offer you an accord. прикольно. Необычно. We've reached Stormvale Castle, a large-scale dungeon which connects seamlessly with the surrounding Limgrave region. Выглядит хайпово. Come over here, would you? You're tarnished, aren't you? I would advise against taking the main gate into the castle. It's tightly guarded, hardened old hands. Oh, try the opening right here. The guards don't know about it. You'll breach the castle undetected. Интересно, обманывает или нет? Но в любом случае согласиться можно. Fair enough. You certainly don't have to trust me. Well, if you must go through the gates, I'll signal them to open. But of course, I'd advise against it. Я бы согласился. Ха, смотрите-ка, дал сигнал открыть ворота. И реально ведь открывают. Хорошо. Ох, нихера себе. Да-да-да. The main route seems risky, so we'll try entering through a back way. Прыгай довольно-таки высоко. Черт, оружие прям. Тут оружие, видимо, придется менять очень часто, потому что каждое оружие имеет разные свойства очень. Вы гляньте на этого ублюдка. У него меч, который стреляет этими ветрами, типа меча бурь или типа того по умолчанию. Жесть.
Extra care should be taken when moving through dungeons, as visibility and terrain differ from when in the open. We hope players enjoy getting a feel for the different types of areas and coming up with suitable strategies for each. О, классический Миядзака просто. Ух, нифига себе. Там руки висели, кстати. Ну, которые часто были. Блин, прикольно. О, ну мне эта игра супер понравится. Если можно вот так вот лазить везде и всюду, где захочется. Ну, где визуально вот видно, что можно залезть. И по факту вот ты реально залезаешь. Это чертовски круто. Это прям бомба. И в окно, да? Dungeons are complex and multi-layered, meaning they can be tackled from a number of routes. Найс. Стильный парень. Ah, nice to meet you. The pleasure's mine. Roger is the name. A sorcerer, as you might have guessed. Да, шляпу выдают тебе в чародеи. Something here in the castle. When I'm not hot-footing it from the troops, that is. But enough about me. What are you doing here in Stormvale Castle? This place is bristling with tarnished hunters, you know. Охотники на погасших. For grafting. Not exactly a place I'd stroll into without a purpose in mind. Орел с ножами. Прикольный рыцарь был, кстати. Похож на босса из третьего Dark Souls DLC-шного такого. Или он делал... Не DLC-шный был. Палач какой-то, как-то его звали, я забыл. In this next boss fight, Напишите we в комментариях, challenge one of как the его звали, demigods, это я реально ruler забыл, of я их не Stormvale, помню. Godric the Golden. Это, видимо, какой-то ключевой босс. Прям представили его нам даже. Голдрик золотой. Dragon. Thou art a true-born heir. Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights. У него 6 пальцев, кстати. А, это тот самый многорукий, который вот... Да. Plain as a lord. I command thee, kneel. I am the lord of all that is golden. Дизайн босса классный, конечно. Уф. Ядрить бои здесь динамичные. What the fuck. Это выглядит очень весело. Но это уже вторая фаза, видать. Сейчас будет смерть, нам покажут смерть. Ёпта. Thank you for watching. This was just a brief introduction to Elden Ring's fundamentals, but more details will be revealed at a later date. There's not long to go now before release. In the meantime, we greatly appreciate your continued support. Блин, круто.
The tarnished will soon return. Ну, игра прям, да, бомба. Это видно. Someone must extinguish thy flame. They will fight. And they will die. For how else is a champion to be born? Да. Когда? Когда она выходит? 25 февраля 2022. Ну, это, короче, игра года 2022, это очевидно. Короче, мы только что увидели геймплей игры года. Да, слушайте, игра прям, да, хорошая, интересная. Много чего интересного для себя подметил. Блин, не зря решил сделать видео. Черт, ну я вот даже не знаю, что для себя подметить тут во всем этом. Ну, вот самое для меня, что важное, что я здесь увидел, это вот прям динамичные бои. Это очень классно. Ну, учитывая то, что предыдущая игра была с Секера, и как-то они вот все это учили, скорее всего, вот механика парирования с Секером, надеюсь, оно будет здесь тоже. Не имеется в виду, как вот с выносливостью все дела, а именно то, как парировалось в самом Секиро. Ну, я это имею в виду. В том плане, что вот как-то это все очень даже легко и как-то, ну, прикольно делалось. Ну, хотя там не сказать, что легко. Ну, вы поняли, что я имею в виду, те, кто играл с Секера. Ну и что еще? Ящеров, кстати, не показали, которые ресурсы выдают. Крафт есть в открытом мире. Ну, это, в принципе, нормально, это неплохо. Зачистка всяких разных, типа, подземелий и лагерей, где есть сокровища. Это неплохо, я считаю. Если они не респаунятся все время, хотя, скорее всего, респаунятся. Ну, в том плане, что главное, чтобы это как-то все в рутину не превратилось, как в Far Cry, к примеру. Ну, в ранних Far Cry. Вот имеется в виду... Нет, в поздних Far Cry скорее имеется в виду. Вот, ну, я имею в виду 5-й Far Cry, там, 6-й, там, 4-й. Ну, поняли, что игра тюбиков, которая вот это вот... Не хотелось бы этого. И что вот я еще для себя вот поймал себя на мысли, что мне понадобится ежедневник, когда я буду играть в эту игру. Если здесь вот прям как в Dark Souls, в плане того, что ты не знаешь, что делать, чисто все на уме себя держишь, в том плане, что ты вот взял квест у кого-то, с кем-то поговорил, какие-то факты узнал, там прочее. Мне было бы вот прямо вот в кайф сидеть и писать, кого я встретил, описать его, что он мне сказал, куда идти и там прочее. Это было бы круто на самом-то деле. Это, блин, это было бы классно. То есть вот прям самому сидеть писать. Ну и там метки, там прочее. Вот прям это все вот говорит о том, что, скорее всего, тебе придется так делать. Это на самом деле хорошо, я считаю. А то просто вот эта вот вся казуальная хрень, она как-то выбивает из... Казуальная хрень, я имею в виду именно вот то, как там показывают, сколько метров до той или иной цели, вот это вот все вот. Я вот думаю, что здесь как вот в Дыхании дичи будет. Ну, Breath of the Wild, Legends of Zelda. Там особо никаких вот меток не было, по сути. Ну, были как бы, но можно было и без них. То есть ты вот видел какую-то цель, что-то вот, какое-то строение, ты чисто из любопытства, чисто из желания исследовать это место, ты туда шел. И ты получал удовольствие от того, что ты вот просто пришел туда, что-то залутал, кого-то победил, чисто посмотрел на местные, там, так сказать, красоты. И типа, ну, прикольно, мне это такое нравится, как бы. Я вот вижу, что в этой игре вот так же, в принципе. Это прям большой плюс.
Маунт классный, насколько я посмотрю. Прям прыгать им легко, он еще и двойной прыжок имеет, там прочее. Ну, видать, вообще по кайфу как бы на лошади скакать. Или это не лошадь даже, а козел или что-то в этом роде, непонятно. Ну и что еще для себя подметил? Оружие, кстати, оружие. Тут его много, как я понял. И спеллы и тому прочее, все, скорее всего, будет от оружия зависеть. Скорее, ну, отдельно, наверное, можно выучить. Там как бы, ну, как в Dark Souls это было. То есть ты экипируешь, типа, руку чародея, там, скажем, ну, пирокинетика, там, или там какой-нибудь там посох, там прочее, и там заклинание может херачить. Но тут скорее больше будут все завязано на том, что вот ты взял какое-то оружие, и его особая атака это как какое-то отдельное заклинание. То есть и в игре будет, скорее всего, по кайфу, и даже вот как-то игра будет поощрять то, что ты будешь менять оружие во время боя, так скажем. То есть вот чел отошел на дальнюю дистанцию, поменял оружие, вытащил тот, который типа стреляет ветрами, или тот, который вызывает там каких-то бомжей и тому прочее. Это, ну, прикольно, насколько я посмотрю. Тут как-то все будет завязано на оружие в плане как-то... Ну, что для меня было бессмысленным вот в предыдущей, ну, Dark Souls, да, вот, к примеру, с 1 по 3 вообще, в каждой Dark Souls, я всегда был милишником, я всегда вот любил поиграть именно за наемника, ну, за чувака с саблями. И здесь, кстати, сабли это, по-моему, также имба. Но я от того, что вот все время шел по развитию именно ближнего боя, то есть я качал там типа ловкость, силу, там, грубо говоря, выносливость и там прочее, но не шел по ветке именно изучения магии. Для меня магии были недоступны. Например, я вот, допустим, хотел бы, к примеру, да, воспользоваться каким-нибудь заклинанием чисто по рофлу к середине или чуть ближе к концу игры. Для меня это было недоступно. С одной стороны, понятно, почему они так сделали, потому что там, типа, ну, чтобы игрок пошел на новую игру плюс и тому прочее. Но тут, так как это большая игра, так как это открытый мир, я вижу, что, скорее всего, они эту проблему решили... Ну, по крайней мере, для меня это проблема. Они решили это исправить. То есть, даже милишник будет использовать заклинания с помощью оружия. То есть, это классно. Это классно. Ну и что еще? В принципе, для меня все, что вот это вот важно, я подметил и рассказал. Прикольно все выглядит, чертовски круто. Графика на уровне. Тут вот даже какой-то этот... Ну, графика такая, да, вот типа текстура. Ну, я вот не поэтому как бы особо не буду придираться к какой-либо игре, у которой геймплей и так хорош. Типа, я вижу, что геймплей крутой. И поэтому мне как-то не особо... Ну, нормально. То есть для 2022 и для нашего года это будет выглядеть нормально. Играбельно, круто. Мне нравится. В общем, жду 25 февраля. Поиграем. Было бы классно. Ну и как бы спасибо, что посмотрел. Мне понравилось. Хорошо посидели. Увидимся у меня на канале на Твиче. Ссылка в описании. Оставляй комментарий, что думаешь об этой игре. Собственно, пока. Увидимся.